Здравствуйте всем. Я сейчас нахожусь в ОБСЕ. Конференция проходит во Дворце Свободы в городе Варшава. Конференцию проводит ОБСЕ, сегодня 30-летие этого ОБСЕ. И хочу сказать, что конференция проходит, вопросы задаются, ответы есть. Лично встречался с Amnesty International, с Human Rights Watch, переговорил с ними, объяснил ситуацию по паспортам, по задержанным, Душемов, Мингелов, и остальных, Алаберды и Пейхамберды. Все объяснил, обменялся контактами. Я им рапорт сделаю мощный для того, чтобы помочь нашим людям. Относительно дорог я тоже объяснил, как это делается. Дюэджи, Нуры здесь. Мы каждый взяли одного представителя, руководителя и объяснили все проблемы, которые в Туркменистане имеются и на которые срочно надо отреагировать. Я еще раз поздравляю ОБСЕ с вашим днем рождения, желаю вам больших успехов, ваших успехов в науке. Я сам приехал из Франции, гражданин Франции. Меня зовут Мурат Курбанов, я являюсь лидером демократического движения Туркменистана, народного движения. Одновременно я являюсь гражданином страны, президент, который подписал своим указом, сделал решение о запрете коронавируса в Туркменистане. С этого момента в Туркменистане никто не имеет права заболевать коронавирусом. Но я не об этом. В Туркменистане грубо нарушают права наших женщин. Например, 40% населения, в том числе из них 70% женщин, находятся за пределами Туркменистана, которые выехали до коронавирусной эпидемии. Их дети остались в Туркменистане. Эти люди, которые выехали за пределы Туркменистана, не могут попасть в Туркменистан. Туркменистан не эвакуирует этих женщин в Туркменистан. Границы закрыты, все закрыто, дети плачут на родине, ждут матерей своих. Кроме этого, правительство ходит по домам, выясняет, как у детей находятся, если нет родителей этих детей, забирает этих детей и ставит их в дома для детей. Тем самым грубо нарушает права наших женщин. Мой вопрос такой. Есть миссия ОБСЕ в Туркменистане. Господин Макрин уже много лет работает там. Он, естественно, в курсе событий. Стоит ли усилить эту миссию в Туркменистане для решения этих вопросов? И может ли ОБСЕ влиять как-то на эти вопросы? Или же нам надо рассматривать эти вопросы на других площадках международных, на других демократических конференциях? Вот вопрос. Спасибо. Можно продолжать его, вот специально, можно продолжать. Вот один человек специально приехал от своей жизни. Да, возьми, трубку возьми. Hi, my name is Norman and I'm the chairman of the Oğuz organization, civil society organization in Turkey, Istanbul. I am a civil activist also at the same time. My family right now in Turkmenistan, my wife, children, and more than 2 years I cannot meet with them, I cannot see them because of our president, our country just banned our citizens to come back. And it is not, you cannot understand why this is not a pandemic or another reason, because the pandemic is also at the same time all of the world. But our country, just reason of pandemic, just banned our country. And now I am here because of thousands of people told me that, tell them about this problem. I'm here because of thousands of people here. They cannot go back.